В этом выпуске мы познакомимся поближе с квадроциклами «Сокол». Лично у меня возник интерес к модели «Сокол ПРО», которая заняла первое и второе место на Ладоге этого года, обойдя легендарный вездеход «Шерп». Выпускается «Сокол» с 2014 года в Новосибирске, и мы вместе с представителями завода «Сокол» в городе Якутске Николаем и Стасом поехали в Новосибирск. Ну что, мы в Новосибирске, здесь минус 20, и это реально холодно. По прилету мы встретились с конструкторами «Сокола» и отправились на небольшие испытания в заснеженные места Новосибирской области. Какие предстояли испытания, вам поподробнее расскажет изобретатель квадроцикла «Сокол» Алексей Поздеев. Вот у нас наконец пришла зима, идет снег, намело переметов. Мы решили прокатиться на нашей технике. Первая модель — это уже, можно сказать, классический «Сокол». 1,5-литровый двигатель у него, шины у него так называемые ободрыши с Урала. 1100 диаметр, 500 ширина, бескамерные. На данном аппарате заварен задний мост, передний мост свободный. Это классический вариант «Сокола», который уже выпускается много лет. Вот. Следующая модель у нас — это «Сокол ПРО». Это уже такая модель новая, которая появилась в этом году. Вот. Конкретно на этом аппарате стоят шины «Авторост» 1200 диаметром, 600 шириной. Вот. Они ставятся у нас штатно, выпускаются серийно. То есть это обычная серийная модель «Сокол ПРО». У него в базе идут блокировка переднего моста, блокировка заднего моста. То есть он гребет всеми 4 колесами, может грести одновременно. Вот. Для сравнения, то есть классический «Сокол», «Сокол ПРО». Вот. И здесь у нас еще есть такая вот интересная моделька, которая, вероятнее всего, в серию не пойдет, потому что шины, скажем так, наверное, все-таки великоваты для него. Эти шины предназначены для более новой модели, которая у нас сейчас в разработке, уже стоит на стапеле. Это будет «Сокол Пикап». Так как он стоит еще на стапеле, он не смог с нами поехать в эту поездку, поэтому мы одели эти шины на обычного «Сокол ПРО». То есть у них уже размер идет фактически 1260 на ширину 700 миллиметров. Это шина трикол. Что хотелось бы по ней еще сказать, несмотря на такой большой ее размер, у нее в принципе сохранилась довольно-таки приемлемая масса. То есть она весит 45 килограмм. То есть точно столько же, сколько и обычный авторост. Посмотрим. То есть этот «Сокол» также имеет блокировки переднего и заднего моста. Вот. Посмотрим, как ширина шины влияет на проходимость в снегу и так далее. Какие у нас будут препятствия, мы их все наши модели будем запускать и смотреть, кто из них как едет. И под финал, так сказать, обзора, это «Феникс». Тоже наша разработка. В одном экземпляре она сделана. Скажем так, это наша техничка. Чтобы у нас аппаратура была в тепле, съемочная. И так далее. Здесь использована классическая наша схема подвески «Сокола». Шины стоят крас ободрыши, которые изначально были 1300 диаметром и 500 шириной. Но мы можем посмотреть, что фактически они на самом деле меньше, потому что эта шина 1260 диаметром. Эти выглядят чуть поменьше. Он также имеет на борту блокировки переднего, заднего моста. Имеет раздаточную коробку с понижающим рядом. Посмотрим, как он тоже себя покажет завтра. В общем-то, на этом, думаю, все. Давайте в путь.
Снег в Новосибирской области шел уже на протяжении 4 дней без остановки. И выдвинувшись в путь, меня не покидало ощущение, что будь мы на подготовленных джипах, поездка была бы гораздо сложнее. На «Соколах» же мы словно выехали покататься за город. Полуметровый снег с непромерзшей в колеях грязью не создавал каких-либо особых помех. Вот доехали мы до поля, снега навалило нормально, то есть здесь такой довольно-таки тяжелый. Сейчас мы попробуем одновременно запустить 3 «Сокола» вот сюда в поле. Здесь небольшая горочка, и там, думаю, снега сантиметров 70-80 есть, как бы он нас должен остановить. У нас тут простой «Сокол». А посерединке это «Сокол ПРО» на шинах «Авторос», который у нас серийно выпускается, также со всеми блокировками. Ну и с краю, вот здесь на нем я поеду, это экспериментальные шины, которые будут стоять у нас на пикапе 1200 на 700. То есть там ширина у первого 500, у второго 600, у третьего 700 миллиметров. Давайте попробуем, кто как поедет. Ну что, на старт, внимание, марш! Маленько перегазовывает неправильно. Вот это место, про которое я говорил, с очень глубоким снегом. «Сокол» молодцом. Всякую тактику попробовали уже и потихоньку, и быстро. Перемет прошли, снега чуть поменьше. Вроде как попроще пошло. Так едем в полный газ. Николай разошелся, почуял, как можно ехать.
Ну что сказать, кто лучше едет? Автораз? Ну, резина чуть поуже. Мотору, наверное, полегче. Ну и смотри, на ободрышах нормально он идет. Не зарылся, ничего. В общем-то, все молодцы. Мы вернулись на базу. Можно подвести итог сегодняшнего дня, как мы покатались. Проехали километров, наверное, 70-80. Ехали и по лесу, и по полю, по всякому разному там рельефу. Под снегом еще вода не замерзла. В поле как бы очень много снега, сантиметров, наверное, 70-80. Ну, техника вся вернулась, без поломок, все хорошо. По проходимости, что можно сказать в сравнении наших, можно сказать, разных даже комплектаций вездеходов. Обычно Сокол идет вполне достойно, выполняет как бы все свои задачи, но с одним человеком. То есть ПРО идет также, но уже с более такой загрузкой, то есть 2 человека, он спокойно едет.
Если мы обычный «Сокол» грузим тоже 2 человека, то он маленько начинает чуть-чуть тяжеловато ему. Вот. По резине сказать, авторос получается самый сбалансированный вездеход. То есть соотношение массы, диаметра колеса, пятно контакта, все у него очень удачно. Этот шина, которая широкая, трикол, едет, наверное, в принципе так же. Ну, может быть, не хватает массы. То есть он пытается выйти наверх, не хватает массы ему чуть-чуть. И он, ну, в принципе, едет. Ну, шина, наверное, все-таки не для него. Кое-где были такие моменты, что казалось, что даже не хватает ему мощности мотора. Вот. Но эти шины будут стоять на пикапе. Там у нас будет мотор 1.8. Поэтому я думаю, что пикап должен довольно-таки хорошо поехать. Ну а так все откатали, все молодцы. В общем-то, все прошло замечательно. В ближайшем будущем тоже планируем поездки. Снега еще больше навалит, снег поменяется. То, что мы сегодня прошли 80 километров, снег может завтра поменяться, мы можем их не пройти, а можем наоборот пройти 150. То есть периодически будем выезжать, снимать, показывать в разные периоды, как движется наша техника, как она проходит. Снег выйдет на нас, не выйдет. Ну, в общем, до новых встреч.